Дым валит из трубы. Сегодня 5 августа. В домах затапливают печки. На улице холодно, ветер сильный. Уже несколько дней шел, не прекращаясь, дождь. Сегодня выглянуло солнце. Пользуясь моментом, этим солнечным днем, утром-то есть. Вон мой. Айда моя. Я решил сходить к речке. Айда, мечает. Через горку спущусь на тот пляж и сходим к лодке. Вот такой маршрут. Сейчас время 7 часов 19 минут. Я проспал утреннюю зорьку. Обычно я к речке хожу в 6 утра. Бывает раньше. А сегодня проспал. Сруб весной снимал. Все еще стоит. Лук здесь скошено все. Но я не знаю, почему вон там не скосили. Вручную, но иногда бывает косят там. Я люблю там сидеть. Скамеечку бы, как мне предложил знакомый. Надо сюда замутить скамейку, чтобы с горкой посидеть там, понаблюдать. Вот так. Ну что тут мы видим? Давайте приблизим. Ослепляет меня. Я не знаю, что там видно, нет. Вроде что-то там стоит. КамАЗ еще на месте. Так, техника на месте вся. Значит, вода чуть-чуть даже упала. Несмотря на дожди, вода упала. Ну, сейчас сходим поближе там к речке. Смотрим. Тут уже видно. Все поле скошено. Там сток стоит аккуратно. Сено уже заготовили, кто успел. Кто не успел, тот опоздал. Может, в второй половине августа еще погода будет. Вон туда земля ушла. Я разок уже показывал. Ладненько, сейчас сходим к речке. Тоже из трубы как дым валит. В городе, в районах, где отопление, центральное отопление еще не включили. Там холодно, мерзнут люди. А в селах, в деревнях свои печки, и когда хочешь, топишь печку и тепло становится. Не знаю, где лучше пройти. Вот я сейчас думаю, здесь роса. Так, наверное, вот здесь, где скошено, пройду. Вон там. Так. Вот смотрите, каким напором здесь шел ручей. Вырывал землю там, оттуда. Сверху одно, показывая снизу. Ну, в принципе, не видно. Да ладно. Так. Ладненько, вот здесь кошено, возле забора. Вот тут Олег и пройдет. Там у Ильи заодно беседку посмотрю. Ты, говорит, гости не приходи, пока еще не готово. А я потихоньку сейчас поснимаю. Вот она, беседка, ребят. Знакомый беседку новую сделал. И я сейчас колодец тоже убрал. Колодец. И вот мне тоже соседи предлагают. Говорит, Олег, сделай беседку. Лок, айда. Лок. Пошли. Такие канавы. Это больше метра глубиной. Вода протекает.
Чтобы огород не затопило. Фух. Дальше где идти? Не знаю. Давай здесь напрямик пойду лучше. Тропинки не видно. Трава здесь, блин, человеческий рост. Я решил пойти через двор. Заброшенный дом тоже. Все резко забросили, вроде и семья большая. В семье 12 человек или 11 человек было. Его раньше рожали. А сейчас 3 родит человек. Уже многодетный. А раньше 10-15 человек. Одна семья рожала. Вот это бурьян, или как называется, блин. Невозможно идти. Сейчас роса еще. Вчера целый день дождь был. Привет, друг. Как дела у тебя? Снимаю, хожу, снимаю. А сам-то как? Ничего. Затапливало сильно тебя? Ой, выше дома подавил. А сколько венцов в доме? Да, доме-то нет, там ниже венец. Ну, у меня там подвал-то высокий, нормально. А огород у тебя где? Огород там вверху, там, на клубника, мелочевка. А картошки нету? Картошку не сажу. А, не сажаешь? А что, вон, все садили, у всех пропало. Ну да, погибло, да. Даже у Лёшки то пропало. У Аралёшки? Да. Этих я не говорю. Понятно. И все купаются-то. Ай да, лужу нашла опять. Она такая. Ты на рыбалку ты еще не собираешься? Я всю жизнь собираюсь. Но погоды нет. Но погоды нету. И воды нету. Воды Я не нет, знаю, что... не та вода. Да. Сейчас ходим мы к лодке. Пошли. Лак. Вода мощно упала, ребят. Заметно. Да, с прошлого раза, когда я здесь был. Ну, ты смотри. А этот уже искупалась. Видите, успевает. Очень даже сильно упала вода. Вот смотрите, остров. Ну, где-то еще осталось сантиметров 60, наверное. 70 лишней воды. Капает. Собака еще в воде. Опять моя лодка на лугу. Помните, здесь стояла последний раз. Я спустил вон туда. На следующий день опять у меня подтянули вот сюда. Потому что резко вода поднималась. Не знаю, как со звуком, ребята. Я еще в бушлате хожу. Потому что на улице холодно. Резко вода поднималась, и лодку поднимали. Сейчас я обратно спущу. Туда-сюда, короче, бегаем к лодке. Уровень поднимется, спустится. Но сейчас заметно, вон, как заметно, вода упала. Ай да, опять я. Такие дела. Сейчас вышел, вот, все время дул ветер северный, западный. А сейчас юго-восточный ветер на восток поворачивает. И это может быть даже будет так, что теплый воздух будет нам идти. Оттуда перекинул вот сюда лодку. Пусть здесь будет. И знакомый тоже лодку следит, спускает, поднимает. Заодно мою тоже приподнимет или спустит. Сейчас сходим еще к КамАЗу. КамАЗ глянем. И обратно. Ну и ветрище сегодня, блин. По всей дороге раскиданы лодки. Вон те дома тоже затоплены было. И здесь как-то вода резко ушла, что
Лодка остались. Сейчас я буду в упор поснимаю КамАЗ. Короче, не поленился, подошел. Глянем. Вот оно, кладбище наше. Вот это не повезло предпринимателям. Я стою от КамАЗа буквально в 3 метрах. Смотрите. Внутри ил такой. Песок, ил. Что еще? Что значит? Кабина разбита. Кабина разбита. Манипулятор. Новый КамАЗ. Ну, у человека кредит еще не оплачен. К700. А там еще крайний КамАЗ. Крайний КамАЗ тоже, блин, чуть-чуть не повезло. И он почти на берегу. Первым делом, наверное, его вытащит. И у него Т4 еще осталось. Уже вроде как пригнал с лесу. Думаю, у него шансов больше, чем средних. Кто на середине реки стоит. Не знаю, когда это будут вытаскивать. Если увижу, смогу, поснимаю. Люди идут, сейчас перевозка будет людей. Он vermite, да? Человек говорит, что средняя техника на островке, и то еле кое-как видно, значит он песок забурился. Половина техника уже в песке. Я не знаю, как это будут вытаскивать, непонятно для меня. Понимаю, если с берега как-то автокраном, а на середине реки. Ну где? Где? Енот. Ну, пока такие новости с реки, ребят. Потом не знаю, как дальше будет. Сейчас пока уровень воды. А то речань ямис вас? Ямис. Ну, с вчерашнего дня еще уровень воды упала. Да. Поперечный вот от моста еще держится. Этот видно, что на мосту, вот. Видно, что КамАЗ на мосту, просто вот на бок свалился и из-под колес как будто мост уплыл. Ну, зрителей много. На кого цутыш? Ветли, Валентин, ветли. Привычка сташем. Да. Te ne sнимайте. Minä se näin. Kertoo. Sinä sä näin, me ei ole. Sä moi dukus kyllä sä. Ei mistään. Pikkulähtinä kostasta ja Поперечины, вот. Видно, что поперечины, там поперечины. Что, не годно к ремонту? А, ремонт насос от меня. No, metallolama tässä. Металлолом. Minä tämä. Ai vois me saa loppuun. Pikkulähtinä tästä ratkaista kyllä saada meitä myös. Двигатели сывые чук-то я, да. Tämä ei tanas. А кто медок понимает? Я не понимаю этого. Ja sitten se koska ja. Joo, just att se kunna saa. Вот такой мост сейчас. Переходят через речку. Все в спасательных жилетах. Все по инструкции. Kusketlemaan miten kävi naapurissa. М, Ei siellä missä puraa. Глянуло солнце. Да.
двух КамАЗов еще какой-то шанс есть. Самая крайняя техника. А на середине, которые Т4, вот К700, они вообще в песок забурились. Не знаю, когда как-нибудь смогут нет что-нибудь сделать. Все, наверное, да, действительно, как мужики говорят, больше моста не сделают. И забыл сказать, вон там у нас старый понтон. Как-то 90-е привозили и так и не использовали. Разобрали на металлолом. В прошлом видео я рассказывал про понтон. Ну вот, сейчас вспомнил, увидел кусок. Там дырявый понтон, наверное, привозили. Дырявый понтон. Поэтому так и не использовали нормально. Когда вид делает, деловая такая, увидела собаку тоже. Вон там собаки еще бегают. Все, ребята, на этом будем заканчивать. Вот такие новости с реки. Как мы видим, техника гниет на месте. Не знаю, когда буду поднимать. Если увижу эту работу, конечно же, поснимаю. Там много людей приходят, смотрят, интересно. Кому-то интересно, кому-то наоборот. Собака, молодая собака какая-то. Все, ждите дальше. Следите за обновлением. Будут еще видео у реки. А на сегодня все. Всем пока. Вон. Кошку не трогаем. Лок, пошли. Пошли. Вот и центральная дорога наша. Прошел совсем по другому маршруту. Там церковь с левой стороны.